Давайте мы откроем в начале евреям. Мы будем евреям в основном в этом 10, в 11 там главе, где-то, может, 12 посмотрим. 10 глава и 23 стих прочитаем. Начнем отсюда. Здесь написано: «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Знаете, очень многие мы начинаем очень резво. Мы начинаем очень здорово. Когда мы приходим к Богу, Бог приходит в нашу жизнь, Он меняет, наши глаза открываются, мы бегаем как в розовых очках, обнимаемся, радуемся, говорим добрые слова, хотим благовествовать, хотим рассказать об Иисусе Христе. Но проходит какое-то время, и вдруг мы становимся такими умными, наша сковородка такая огромная, сердце становится маленьким, мы такие умные, и мы начинаем говорить, учить кого-то, назидать кого-то, как будто бы. Но на самом деле мы учим или лечим, или, как говорится, калечим. Вот. Но своими словами, знаете, мы быстро разочаровываемся почему-то. Очень быстро начинаем получать: ой, в церкви что-то не так, проповеди не такие, ой, что-то не так пошло, вот эта сестра такая, этот брат такой. И почему-то начинаются склоки. Хотя проходит огромное время, много лет, и кажется, мы должны духовно расти, но мы почему-то не растем. Складывается впечатление, что я жду, но не получаю того, что Бог обещал. Он же здесь написано: верен обещавший. Но почему я не получаю исцеления? Но почему я не получаю, почему я одна до сих пор, уже здесь 40-50 лет, и у меня нету мужа? Знаете? И мы начинаем обращаться к Богу, мы начинаем разочаровываться, у нас появляются обиды, и мы начинаем говорить, сами не замечаем, что мы начинаем говорить всякие гадости. Не только про себя, так про других, про ближних, когда мы смотрим на ихнюю жизнь. И поэтому Писание здесь ясно и четко говорит: будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо Он верен, Он обещал, и Он исполнит. Он не человек, понимаете? Человек обещает и завтра не дает. И он забывает, он говорит: я приду, вот сейчас я еду. Но на самом деле он обманывает. Так было со мной. И когда я ехал и говорил: ты когда? Ты здесь должен быть на служении. Я в пробке. Какой пробке? Ты не в пробке. И Дух Святой говорит: зачем ты врешь? Вот. И мы начинаем потихонечку куда-то уклоняться, куда-то скатываться. И мы должны держаться. Зачем мне держаться, скажет кто-то. Я верил много лет, но ничего не получил. Знаете, сколько людей сошло с этой дистанции, которые бежали на этом ристалище, чтобы получить этот венец нетленный. Но вдруг они забыли, вдруг они устали, у них опустились руки. И они говорят: зачем мне верить? Знаете, сколько людей ушло, сколько служителей ушло, сколько их упало на этом пути. Их много. И не простые воины, а генералы. Падали, их столько было много. И они падали, и падают, и продолжают падать. И поэтому почему? Потому что нам нужно обязательно держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен. Он только верен, Он обещал. В этом есть ответ. Он даст эту награду. Мы получим, даже если мы, сражаясь, ничего не получим здесь на земле, мы получим там, на небесах. Знаете, исповедание веры, это с греческого переводится, говорит то же, что говорит другой человек. Это то, что говорит Бог. Мы не просто исповедуем, мы не просто говорим, мы не попугаи. Понимаете, это попугай сидит в клетке и повторяет. Что-то говорит там. Даже как я слышал, один говорит: я слышу звонок, кто-то звонит. Он был в гостях, и он, говорит, пошел, это было еще в советское время, и он пошел вниз, спустился к телефону, поднял телефон, а телефон звонит и звонит и звонит. И потом он посмотрел в сторону, и он увидел клеточка накинутая, и он взял, а там попугай. И он звонит и звонит, знаете, и мы не должны такими быть. Знаете, как нас иногда научили в 90-х, 2000-х, нулевых, и мы говорим: холодильник наполняйся, деньги приходите, и ничего не приходит.
Мы не должны быть этими попугаями. Мы дети Божьи, мы ученики Божьи. И поэтому мы понимаем, что Бог говорит в Своем Писании, оно исполнит, ибо верен обещавший. Это Он говорит. И тогда я прихожу к Богу, и я говорю, это Ты обещал, Бог, исполни. И Бог тогда исцеляет. И Бог тогда укрепляет. Знаете, и не надо кого-то повторять. Мы иногда повторяем кого-то. Это Кен Комплин сказал, это Кеннет Хейген сказал, это вот Шевченко сказал. Нам нужно свои откровения иметь. Божье откровение у нас внутри должно быть это. Да ничего плохого нету, слушайте эти проповеди, но чтобы эти слова, которые говорит проповедник, они жили вас внутри, чтобы это слово внутри вас в унисон билось с сердцем Божьим, о том, что Он думает, мы должны думать о этом. О том, что Он чувствует, мы должны чувствовать это. Потому что Иисус, Он говорит, я ничего не делаю, пока не получу от Отца. Я ничего не делаю, пока не получу от Отца. Мы иногда бежим вперед колесницы, бежим, а колесница там, Божья. Или иногда отстаем. Да зачем мне это? Колесница уже ушла. Но мы должны рядом бежать с колесницей Божьей, в котором есть сила Божья, в котором есть огонь Божий, в котором есть помазание Божье. Мы должны рядом, чтобы Бог был в нас. Он в нас, внутри нас. И мы в Нем. И Он хочет, чтобы мы действительно держались за это исповедание Божье. Чтобы наше сердце билось в унисон с Божьим сердцем. Чтобы мы говорили то, что Бог хочет говорить в нашу жизнь. Чтобы мы молились. Я говорю, я молился этой молитвой безостановочно. В течение года. Дай мне духа премудрости и откровения, когда учился в библейской школе. Дай мне духа премудрости и откровения по знанию Тебя. Чтобы Бог, Он жил внутри, чтобы Бог говорил, чтобы Бог действовал через мои руки, через мои глаза, через мою улыбку, через мои какие-то финансы. Чтобы Он действовал, чтобы Он управлял все этим. Знаете, во 2 Коринфянам 4:13 там написано, можно открыть, но имея тот же дух веры, какой дух веры вы имеете? Тот же дух веры. У нас вера одна. У нас не православная, не католическая вера и не протестантская. У нас одна вера. В одного Бога. В триединого Бога. У нас один дух. Вот этот дух. Но имеет тот же дух веры, как написано, я веровал, поэтому говорил. Не просто говорит, холодильник наполняйся, деньги приходите, я исцелен. Этот дух внутри меня, я получаю это слово, и тогда я цепляюсь за это слово, держусь за это слово. И говорю, я должен получить это, я буду держаться этого слова. Мы веруем, поэтому и говорим. Не просто так говорим на уровне знания. Знаете, дьявол что подкинул нам в 20 и 21 веке? Он нам подкинул такую подделку. Человеческим разумом верить. Человеческим разумом очень легко верить. Большую свою христианскую жизнь я, может, так и прожил. Но сейчас я не хочу так жить. Человеческим разумом легко сказать, да, аминь, хорошо ты сказал, хорошо вы сказали, да, аминь. Человеческим разумом. Но я веровал, потому что Дух, Он внутри меня. Я верю, это Слово Божье, не пустое слово, не просто это буква, которая убивает, но Дух, который внутри нас. И это Слово, оно тогда как выпущенная стрела, и оно проникает как меч. Если надо, оно уничтожит врага. Если надо, она попадет в цель. И Писание говорит об этом. Мы веруем, поэтому говорим. Дайте, пожалуйста, вот, сестричка, дай, пожалуйста, вот там веревочку вытащи. Вот пакета с этого нет, вот. Давайте, кто будет держаться исповедания неуклонно, кто хочет получить что-то. Божье – это духовное. Это не какая-то, знаете, и будем вот держаться. Давайте мы вернемся евреям. Можете распутать, пожалуйста? Татьяна завязала, моя жена, крепко-крепко.
как и держит меня крепко. И Бога, и крепко. Ну, ты и будешь держать тогда. Держаться означает держаться всей силой, держаться за что-то. Вот здесь евреям мы прочитали: будем держаться исповедания, упования неуклонно, имоверен, обещавший. Как бы дьявол не тянул, дьявол будет тянуть, держи. Дьявол будет тянуть, ты должна держаться. Чего держаться? Слова Божьего. Дочь твоя полностью должна восстановиться. Исцелена. Она исцелена, но она полностью... У тебя будет хорошие отношения с мужем. Ты должна держаться, потому что Слово Божье говорит об этом. Ты должна держаться за это. Крепко-крепко. Понимаете? Не отпускать. Дьявол атакует наш разум. Он говорит: да ничего у тебя не получится. Ты что? Такая смешная ты. Ничего у тебя не получится. Это все вранье, там все написано. Что-нибудь исполнилось в твоей жизни? И ты должна говорить: да, исполнилось. Да, я это получила. Да, и мы на пути. Да, я держусь этого исповедания неуклонно. И дьявол, он атакует тебя через телевизор, может атаковать, через гаджет, через твоих подруг, через друзей твоего мужа может атаковать. Знаешь? И он атакует тебя, а ты должна неуклонно держаться. Ты не должна отпускать. Я буду держаться, ибо верен обещавший. Ты мне обещал. Ты мне обещал. И ты должна держаться крепко, исповедание неуклонно, что придет вот это, кому-то нужно исцеление, кому-то взаимоотношения с мужем, что муж мой спасется, жена моя спасется, муж мой изменится, дети мои изменятся, внуки мои подымутся, дети мои подымутся. Держаться за это. У меня что-то не получилось, но мои дети, они будут намного лучше меня. Они намного лучше меня будут проповедовать, нести Евангелие. Они намного лучше будут жить. То, что я не видел, они будут это делать неуклонно. И вот здесь 32 стих, Евреям 32 стих. «Вспомните прежние дни, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Вас как? Вы просветились. Вот вы в библейской школе, вы просвещены от и до. Как вы выдержите великий подвиг? Как вы выдержите? Дьявол сразу вас атакует. Нет, не надо на домашку идти. Да вы какую домашку вести? Даже не вздумай делать. Даже не вздумай там служить в церкви. Мы должны служить Богу. Здесь, приходя, прежде всего, конечно, мы в семье, пастора своим детям, своим внукам, своим родным. Но у многих даже детей нету. Дети Божьи здесь можно служить, радоваться. Аминь. Все можно отпустить, можно положить. Держи. Спасибо. Крепко держаться. Знаете. Может, у вас нет взаимоотношений с мужем, с женой, с братьями, с сестрами. Бизнес нужно, чтобы восстановился у кого-то бизнес рушится, у кого-то какие-то взаимоотношения они рушатся. Вроде с виду все хорошо, как у тебя дела? Все, слава Богу. Да ничего у тебя не слава Богу. Зачем врать-то? Скажи просто прямо: у меня есть проблема, помолитесь за меня. Я хочу держаться этого исповедания веры. Помогите мне, пожалуйста. Что тут стыдного? Что тут позорного? Ничего нету позорного здесь. Ничего стыдного нету. У меня брак рушится. У меня муж пьет. У меня жена там изменяет или муж изменяет. Помогите, пожалуйста, своей молитвой. Поддержите меня в моем исповедании веры. Мне не хватает. Поддержите, подтолкните немножко. И дьявол атакует, и дьяволу нравится, когда все рушится. А дьявол говорит: сдавайся, не надо ни за что держаться. А как Иаков сказал, когда он с Богом боролся, он сказал: не отпущу, пока не благословись. Он с Богом боролся, он говорит: не отпущу, пока не благословись. И он боролся с Богом.
И мы также должны бороться с Богом. Не друг с другом, не с мужем, не с женой бороться, не с детьми своими, не с братьями, сестрами в церкви, а с Богом. И Бог, Он благословит нас со всех сторон. Взял, схватил свое благословение, как говорится, и не отпущу, всем весом придавил. Сколько у меня веса? 90. Придавил, но сейчас меньше. Придавил и все. Не отпущу. Не отдам. Это мое. Это мое исцеление. Это мое восстановление. Это мои взаимоотношения. Это мое родное. Придави всем весом. Божьим. Верою, не плотью, а духом. Словом Божьим. Это мое родное, не отпущу. Ни за что. Это мои сладкие, это мои хорошие детки. Это мои друзья. Откроем дальше Евреям и прочитаем Евреям здесь 10 глава, 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашему, которому предстоит великое воздаяние». Слышите? Великое воздаяние. Не просто так. У нас должна быть уверенность. Итак, не оставляйте упования вашего. Он опять обращается к нам очередной раз. Не оставляйте упования, которому предстоит великое воздаяние. Мы читали, что они хотели сдаться, там, в 23 стихе. Здесь он говорит, у меня есть великое воздаяние. Бог не только верен, обещавший, у Него еще есть для тебя подарки, есть награды. Здесь еще на земле Он для вас приготовил хорошие подарки, дорогие мои. Но не все получат. Почему-то мы почитаем про это. Но самое главное, что в конце мы получим. Самое важное то, что мы в конце получим. Не то, что как мы начали, а то, как мы закончили. Важно не то, как мы начали, а так, как мы закончили. Главный финиш. На финише ты будешь победителем или проигравшим. И мы не с друг другом соревнуемся. Мы здесь не с друг другом соревнуемся. Мы с Богом, мы самим собой соревнуемся. Мы с Богом, бежим за Богом. И здесь 36 стих. Терпение нужно нам. Вот что нам нужно. У нас терпения не хватает. У кого терпение огромное? У кого на сколько минут терпения на своих детей? У меня 5 минут. Засекал. Самое большое 5 минут могу терпеть детей своих. И поэтому дети говорят, а что ты там опять детей ругал? Да достали они меня уже. Терпение нужно. Я проповедую сам себе, знаете, когда эти дни, вот, еще 2 месяца нету, вот, сломал там лодыжку, вот, окажется, первый раз сняли снимок, вот, сказали без смещения, а потом второй раз сняли, сказали чуть-чуть есть смещение. Ну, помолились и все, и нормально стало. Он говорит, ой, долго будет заживать. Врачи есть от Бога, есть не от Бога, а есть не дай Бог. Вот это не дай Бог, там врач сидит, и говорит, сидит, разговаривает со своими родными, близкими. Вообще никакого внимания ко мне. Только, алло, да, доча, туда, да, поедем. А, жена, мана. И все, и сидит, и ужасно. Зачем он занимает это место? И они, врачи, всегда говорят, о, все плохо, плохо. Ой, сколько вам лет? 62 полных, вот скоро 63 будет, вот совсем немного осталось. Ой, у старых очень плохо заживает, вы знаете, готовьтесь на полгода. Я говорю, вы видите, что я старый, я могу и встать, и побежать еще. Он говорит, не надо и не надо. Говорит, вы старый. Я говорю, какой я старый? Я мужчина в расцвете сил. И мы много лет терпим, знаете. И ты еще мне говоришь, Олег Иванович, еще терпеть? Ты что? Я уже столько терпел, натерпелся уже. Такой муж вообще, ой, надоел он меня уже, надоел.
А чем, как ты смотрела-то на него, когда с ним познакомилась-то? Никогда. Мы должны настроиться, что мы никогда не сдадимся. Есть, конечно, индивидуальные случаи, конечно, есть, что нужно и расстаться с этим мужем, там, женой. Я не говорю об этом, что нужно там. Есть там угроза жизни, там еще что-то. Много каких-то вещей, но мы не с этим разбираемся. Евреям 11 глава, мы здесь сейчас посмотрим. 6 стих, здесь написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Не тот, кто сидит просто так, смотрит там в интернете проповеди, но нужно искать его как? В личной молитве нужно искать. Чтобы у тебя была личная встреча с Ним. Чтобы ты молился Ему тет на тет. Чтобы ты читал Слово Божье. И тогда без веры, видите, Богу только верой можно угодить. Все, ты Ему финансами не угодишь, ничем ты Ему не угодишь. Верить нужно. И когда по вере это ты делаешь, у тебя это откровение есть, тогда ты даешь десятину, спокойно вообще не напрягаясь, тогда ты служишь спокойно. Когда тебе говорят, ты не морщишься, не прыгаешь там, ничего у тебя не дергается слева направо, там один глаз дергается, нога дергается, когда говорят, ну вот это надо сделать, ты можешь, а вот это можно. И вот у нас начинается, потому что веры не хватает, у нас плоть начинает говорить. Замечали, у меня так было. Я, поверьте, поначалу там, пастор говорит, там надо лагерь делать, там летний, вот это делать. И у меня начинается это. Как опять я, опять я, опять я. Мы здесь, потому что мы верим. Мы здесь, в этом городе. Почему мы в этом городе находимся? Почему мы в этой церкви Божьей, краеугольный камень? Мы здесь, мы живем пока здесь. Мы в эту церковь ходим. В этой Божьей семье. Здесь мы кормимся. Здесь мы получаем Слово Божье. Здесь мы учимся. Здесь мы растем духовно. Мы должны здесь служить вере в этой Божьей семье. Давайте прочитаем Евреям вот здесь 2 и 3 стих. Вот здесь написано, и это 11 глава называется «Галерея веры» всех Божьих, ну не всех, но в основных, главных Божьих людей, которые вписаны в эту. И вот здесь написано, в ней свидетельствованы древние. Это вот о древних говорится, о тех, которые были в Бытие книги, Исход там и так далее, в Царство. Вот. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что века. Это промежуток времени. Века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Здесь мы видим однозначно какие-то промежутки времени, и эти Божьи люди, они служили в это время. Они получили Слово Божье, они держались этого Слова Божьего, они не отпускали, и они служили. И через этих людей менялась вся история менялась. Трансформировались люди, преобразовались целые нации, государства, культура ихняя. Почему? Потому что эти люди, они, взявшись за это слово, они исполняли. Ной 100 лет строил ковчег. Божье призвание. Мы, слава Богу, здесь, потому что старина Ной, он послушал Бога. Нас бы не было вообще здесь. И Бог что-то другое бы, конечно, создал. Но старина Ной, Божий праведник, он, услышав Бога, 100 лет строил ковчег. А мы 5 минут терпеть не можем. Эй, где там Вениамин? Что, где ходит Елисей? Девочки-то у меня хорошенькие, послушненькие. Они все время вовремя, все позвонят, всегда все вовремя у них. А мальчики, они вот такие удальцы. И вот и начинаешь нервничать. А он 100 лет, знаете, и здесь галерея начинается, и здесь пишется: верою Ной, верою Авраам, верою Сара. Не наша Сара, да. Верою будущий Исаак, Иосиф, Моисей. Все верою, понимаете, верою.
И мы должны понять, что благодаря Божьей вот этой вере, Божьей этих людей, они не выпустили это, они исполнили это, и мы здесь, в этой церкви Божьей. И мы дальше почитаем, давайте вот с 33 и до конца, которые не получили обещанного. Вы-то все получите по благодати Божьей, а они не получили. Которые верою, 33, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали усталь вам, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Представляете, умершими привозили, они воскрешали. Вот это да, вот это силище. Иные же замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницы. Были побиваемы камнями, перелепимы, их пилили. Я представляю, это, мне кажется, самое такое. Пилить, там тебе ножовкой там. Ужасно. Подвергаемые пытки, умирали от меча, скитались в милотях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам, ущельям земли. Все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного. Они здесь на земле не получили обещанное. Они получили на небесах, они там, на облаках. Они там получили. А мы начинаем плакать, вот это не получили то. Самое главное, нам нужно бежать на этом ристалище, чтобы получить этот нетленный венец. И Бог говорит нам сегодня, это вызов для нас, как для церкви, для каждого по отдельности и для церкви, что Бог сказал, Он нас нашел, Он нас спас, Он нас нашел, не мы Его, Он нас спас, не мы сами, Он нас освободил, Он нас исцелил, Он нас благословил. Он дал нам все эти таланты, вот мы вчера об этом говорили. Закопал талант, закопал человека. Говорит и будет говорить дальше. Дорогие мои, Бог будет и дальше говорить. С любовью, благодатью. Он будет говорить, кому-то будет строго говорить. О нашем призвании Он будет говорить, чтобы мы достойно поступали этого звания. Достойно поступали этого звания. Что мы сыны и дочеря Божьи. Служение Он будет говорить. О семье Он будет говорить. О взаимоотношениях будет говорить. Говорит. Он продолжает говорить. Он говорил, говорит и будет говорить. Мы Ему рот не сможем заткнуть никак. Мы только можете заткнуть к Нему, повернувшись к Нему спиной. Это ужасно, спиной повернуться к Богу. Это очень ужасно, вам скажу. Когда опускаются руки, когда охота сдаться. Он будет говорить о бизнесе, о учебе, ваших детей, о всем. Он нам говорит, девочкам говорит моим, нам говорит, мы общаемся, говорим об этом, о учебе, о работе дальнейшей. Он готов с нами говорить, открыты ли мы, дорогие. Должны мы быть открыты к Нему, услышать и начать что-то делать. Чего не знаю, маленькое, просто стоять, встречать. Сегодня приятно было, я зашел, смотрю, сестра Галина, да? Светлана, извиняюсь, Светлана стоит, ой, встречает. Тани нету, Таня не смогла по здоровью. Во, супер. Мы должны служить. Хоть маленькое что-то делать, маленькое, совсем маленькое. Не надо что-то большое, там, огромное. Вот. Потому что мы все призваны, мы все священники, мы все, Писание говорит, вы все призванные священники для своих детей, для своих родных, близких. И мы должны делать это с достоинством, чтобы дети наши любили Бога. Если мы не будем любить, то и дети не будут любить. Если мы будем себя так вести, то и дети так себя будут вести. Если Бог сказал тебе быть успешным, безмысленным, то слушай и продвигай это для Царства Божьего. Давайте держаться, давайте евреям, мы будем
скоро заканчивает. Евреям 12 глава из 1 стиха. Вот это прочитаем про этих древних, про этих свидетелей облака. И здесь написано: «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением опять будем проходить предлежащее нам поприще». Поприще – это уже все, приготовленное это поприще. Бог для нас, для каждого приготовил свое поприще, которое мы должны пробежать в воле Божьей. Для каждого, поверьте мне, есть поприще, которое приготовлено, когда Он нас спас, когда Он нас призвал, когда Он нас избрал. Он приготовил нам поприще, по которому мы должны пройти. Дорогие мои, по-любому. Мы должны пойти по этому поприщу. Они уже прошли, эти древние. Они уже прошли. Вот здесь, видите, посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей. О чем и говорит облако? Облако, знаете, облако, оно далеко. Знаете, в старину, в те времена римские, Колизей, он такой огромный был, огромный. И когда там покупали билеты, то спрашивали: у тебя билеты где? Он говорил: у меня билеты на облаках. Поверьте мне, это история. Я купил билеты на облака. Колизей – это вот огромный Колизей. И у тебя билеты на облаках. И представьте, этот стадион. И там они сидят, все эти Моисей, Авраам, Иаков, Сара, Русь, Исфирь. Они сидят на этом стадионе. И мы там внизу, мы еще здесь на земле. И они кричат, знаете, когда Лига чемпионов идет, вы видели, когда стадион, когда забивает гол, сделал пас, гол! И стадион встает такой: оле, 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 Иисус чемпион. Оле, 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 Иисус наш царь. И они там кричат: оле, 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 давай, Светлана. И они кричат, и ты бежишь: давай, Татьяна, давай, Давид, давай, Ульяна, давай, Яна. И они кричат: оле, 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 оле. И мы командой. Понимаете? Команда. Не один там Месси, Роналдо. Говорит, почему, говорит, все хотят с Месси, и говорят, с Роналдо нет. Роналдо, потому что индивидуальный, а Месси пасы раздает. И сам может. Мы в команде, в одной команде, понимаешь? Мы церковь Божья, краеугольный камень. Мы церковь Божья. И мы в команде в этой. И этот стадион, они древние, ты бежишь по этому ристалищу и видишь: лица, вот она Сара, вот она Исфирь, вот он Давид сидит, вот он Соломон, вот они сидят. И кричат: давай, не сдавайся, не сдавайся. Исцеление твое близко, исцеление твое близко, возьмись, не сдавайся. Взаимоотношения с твоим мужем будут прекрасны, все будет хорошо, молись, продолжай. Или реши как-то эту проблему. Бог, Он будет говорить, и Он будет кричать нам. Бог, Он нас любит. Он любит каждого. Он любит каждого из нас. Всех одинаково. У него нету любимчиков, как кто-то говорит, у него есть. Нету. Он всех любит одинаково. У него нету любимчики. Он может просто наедине, как я говорю своим детям. Говорю, когда обнимаю Елисея, я говорю: ты у меня самый любимый. Ой, супруг такой сразу, послушный. Венечка, Веня, иди. Ты у меня самый любимый. Он только наедине так вам может говорить. Ты у меня самая красивая, Таня. Ты у меня самая прекрасная, ты самая мудрая, Таня. У тебя все получится, Таня. У тебя все получится. Ты у меня самая любимая. Будет целовать тебя, будет своими отцовскими глазами голубыми. Посмотри на небо, это все его глаза, красота. Голубые глаза, и он с неба будет целовать и говорить:
ты мне самое. А так Он всем говорит, Он нас всех одинаково любит, чтобы никто не возгордился. Кто бы кто ни сказал, да Бог меня больше любит. Да нет, Он всех одинаково любит. Так что, дорогие мои, давайте мы будем молиться Богу, обращаться к Нему. Но я хотел бы перед этим, как закончить, мы все бежим на этом ресталище, у всех все получится, не бойтесь никогда, когда что-то вам предлагают. Но вы помолитесь Богу. Не делайте так, лишь бы только вам предложили или протолкнули, и вы начали делать и свалились где-то. Но когда вы получите от Бога, вам что-то предложили делать в церкви, это вы помолились Богу, вы получили, вы будете делать, у вас всегда получится. Даже если будет трудно, даже если будет все давление на вас давить, и кажется, ничего не будет получаться, у вас получится, потому что это будет ваше откровение, это будет ваша внутренняя Богом встреча, это будет, вы будете чувствовать Его, и вы скажете, это не я, это Бог делает, это Бог делает. Давайте мы посмотрим картинку, вот пингвинов можно, вот смотрите, пингвины, видите, пингвины, когда мороз 40 градусов, 50, смотрите, как они по кругу так ходят, сладкие такие, они по кругу так ходят, выходят из круга, в круг, кто замерз, заталкивают их в круг, заталкивают. Если пингвины так делают, неужели мы, люди, так не можем делать? Неужели мы, люди, так не можем делать? Если они так, они заталкивают, которые замерзли. Слабых они даже туда не выпускают. Маленькие у них там все самым в кругу. Слабые все в кругу. Которые более сильные, они ставят против ветра свои спины. И они крутятся и вталкивают. Потом другой заходит, и у них по кругу вот так. И они все выживают. В самый лютый мороз они все выживают. Если так пингвины делают, то мы, дети Божьи, мы также должны делать. Не завидовать друг другу. Не говорить, а почему это она, а почему это он, они такие, а о нас что забыли. Да никого не забыли. Если даже люди забыли, Бог никогда не забывает. Никогда, никогда Он не забывает. Бог никогда не бросит никого. Этот человек может бросить. И мы должны быть похожими на Него. И покажи еще вторую картинку. Это гуси, когда летят клином. Они летят клином. Когда летят клином, они пролетают очень много-много тысяч километров. И когда они летят, то передние они устают. И тогда их задние они заменяют. А эти передние, они в круг уходят назад. И также в церкви. Мы должны, когда ты видишь, что люди устали какие-то нести, мы можем помогать. Они говорят, а ты не справился. Нет, мы не школа какая-то, Шкит, республика. Знаете, мы Божьи люди. И мы должны понимать, да, этот человек устал, нужно заменить его какое-то время, и я буду лечить. И когда они кричат, почему они кричат? Как они кричат? Кто знает? Давайте громче. Кто? Как они кричат? Они кричат так, го, 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 давай, давай. Они подбадривают друг друга, слышите? Они не просто кричат, они подбадривают друг друга. Давай, у тебя получится, давай еще, еще. И они летят. И они подбадривают друг друга. Они ободряют друг друга, они поощряют друг друга, они утешают друг друга. Когда кто-то стаи сбился или раненый там, или он падает, они несколько гусей возвращаются, они кормят, они заботятся об этом. Они не бросают своих. Люди бросают, а они не бросают. Они там кормят их, они ждут. Когда, если они подкрепились, они летят со следующей стаи. Они знают, у них нету смс-ки, там, гаджетов, но они как-то, у них есть навигационное что-то внутри. Они знают, что следующая стая будет лететь. Следующие братья и сестры здесь пройдут. И надо быть вместе. Когда мы вместе, мы сильны, да? Когда мы вместе, никакие потоки, никакие это не могут разорвать нас. Никакой враг не сможет пройти.